эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Минтруд России предложил выделить более 1,5 триллиона рублей на предоставление материнского капитала в 2020-2022 годах для обеспечения расширения программы на первого ребенка и увеличения размера выплаты на второго. Об этом говорится в проекте поправок в закон о бюджете пенсионного фонда на 3 года. Согласно документу, изначально на выплату материнского капитала закладывалось на 3 года более 945 миллиардов рублей. Проект поправок предполагает увеличение финансирования до 428 миллиардов рублей в 2020 году, 522 миллиардов рублей в 2021 и 582 миллиардов рублей в 2022. Субсидированные тарифы на авиаперевозки с Дальнего Востока в центральные части страны сохранят. Их объем планируется увеличить. В прошлом году было перевезено более 1 миллиона 200 граждан. В этом году Минтранс России намерен ввести на Дальнем Востоке так называемые защищенные авиамаршруты, то есть постоянные направления субсидированных перевозок между регионами Дальнего Востока. Это будет пилотный для страны проект. В 2020 году увеличен объем субсидий на перевозки между дальневосточными регионами до 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Уровень промышленного роста на Дальнем Востоке выше средних показателей по России примерно в 2,5 раза. Такие данные привел глава республики Айсен Николаев. Что касается Якутии, то промышленный рост по итогам прошлого года составил 12%. Республика продемонстрировала хорошие показатели в 2019 году по многим направлениям – социальной сфере, экономике и другим, отметил глава региона. Валовой региональный продукт Якутии по итогам прошлого года превысил 1 триллион 100 миллиардов рублей. Рост ВРП к предыдущему году оценивается в 3,5%. Об этом также сказал руководитель региона. В структуре ВРП доля нефтегазового комплекса составила 26,3%. Рост добычи нефти и газа обусловлен увеличением производственных мощностей ТАСС «Юрях-нефтегазодобыча», вводом в эксплуатацию Чиндинского нефтегазоконденсатного месторождения и подачей газа в газопровод «Сила Сибири». Добыча угля оценивается на уровне свыше 17 миллионов тонн. Положительная динамика достигнута на шахтах и Наглинская, и Денисовская компании «Колмар». Легковые автомобили будут пользоваться правом бесплатного проезда по Ленскому мосту. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, это одно из базовых условий реализации концессионного соглашения по строительству объекта. Плата будет взиматься с больших грузов. Напомним, победителем конкурса на строительство моста стал консорциум группы ВИЗ и госкорпорации «Ростех». Мирнинское управление автодорог «Алроса» внедряет солнечные энергоустановки. Так, в начале января поступили 2 автономные гибридные энергоустановки стоимостью около 3 миллионов 700 тысяч рублей. Их запуск планируется в феврале на отдаленных пикетах Ужман и Непа. Они обеспечат круглосуточную подачу электроэнергии в жилые помещения для сотрудников, которые заняты обслуживанием дорожной инфраструктуры. При энергоснабжении от дизельных генераторов работники могли пользоваться электричеством только трижды в сутки – утром, днем и вечером. Как сообщили в «Алроса», солнечная энергия также используется в системе теплоснабжения вахтового поселка Нюрбинского ГОКа уже несколько лет. Спутниковое телеоборудование установят до 1 апреля текущего года малоимущим якутянам, проживающим вне зоны приема цифрового телерадиовещания. Право на получение такой помощи имеют инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, малоимущие семьи, состоящие в муниципальном реестре граждан семей с детьми, особо нуждающихся в социальной поддержке по месту жительства или пребывания. По данным Мининноваций региона, на конец прошлого года единовременную помощь в приобретении спутниковых телеантенн получили порядка 800 семей. Механизм компенсации довольно прост и остался прежним. Жителям необходимо обратиться в местное отделение по социальной защите. После заключения договора заявителю доставят и установят оборудование выбранного оператора спутникового телевидения. В Ленске появится новое овощехранилище. Его начнут строить уже в этом году. Сейчас проект находится на госэкспертизе. Также в 2020 году в Ленске стартует реконструкция здания молокозавода под мясоперерабатывающий цех. И откроется социальный магазин, где будут торговать местной сельскохозяйственной продукцией. Это все экономические новости к этому часу.